О самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте, вот основные темы. Стройготовность больничного комплекса в Усть-Майском районе составляет 80%. Больничный комплекс должны ввести в следующем году в поселке Усть-Мая в рамках национального проекта здравоохранения. Мы вместе. Под таким названием в Якутске состоялась акция в поддержку участников специальной военной операции. Программа мероприятия включала в себя мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей, урок мужества, выставку рисунков и многое другое. Движение для машин с общей массой до 20 тонн открыли по автодороге Арктика на участке Бурстах-Сосыр. Ледовую переправу через реку Лену по маршруту Хатасы-Павловск за подъемностью до 3 тонн открывают в декабре. Более 9 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Якутии. Это выше порога заболеваемости по совокупному населению на 54%. Ежегодная декада ОЛОНХО стартовала в Якутии. Ее программа охватывает не только учреждения культуры, но и образовательные организации. Строительная готовность больничного комплекса в Усть-Майском районе составляет 80%. Его должны ввести в следующем году в поселке Усть-Мая в рамках национального проекта здравоохранения. Объект будет рассчитан на 45 коек и 104 посещения в смену. В трехэтажном здании с общей площадью 5924 квадратных метра будет 2 блока с скрытым переходом. На сегодня на объекте ведут отделку помещений, устройство фасада и работы по системе отопления. Также монтируют лифты, проводят устройство крылец и внутренней канализации в блоках, установку дверей, монтаж слаботочных систем. Отмечается, что на объект доставили 1545 единиц оборудования, в том числе аппарат для рентгенографии и кислородную станцию. Айсен Николаев поставил задачи перед строительным блоком правительства Якутии. Особые поручения даны по Республиканскому онкологическому диспансеру в Якутске и аэропорту Алекминска. Накануне о выделении дополнительных средств на строительство этих объектов сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на завершение строительства онкоцентра в Якутске. Вот объекта был перенесен на конец этого года из-за удорожания материалов и проблем с поставкой оборудования, последовавшими за экономическими санкциями. Айсен Николаев распорядился обратить серьезное внимание на завершение работ по возведению объекта. Не заканчивается? Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает адресную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. На данный момент принято свыше 3000 граждан по 7000 вопросам. Из них более 1000 относятся к ветеранам боевых действий, военнослужащим с ограниченными возможностями здоровья, а также членам семей погибших. Каждый месяц составляются графики выезда на дом к участникам специальной военной операции. Работа соцкоординатора ведется по 3 направлениям. Это личный прием по месту нахождения социального координатора, выездной прием по месту нахождения военнослужащего фактического проживания и дистанционное обслуживание. На дистанционном обслуживании у нас 14 северных районов. С октября месяца мы начали новый вид работы, это выезд на дом нашим подопечным. За 2 месяца было обслужено около 335 граждан. Мы вместе. Под таким названием в Якутске состоялась акция в поддержку участников специальной военной операции. Программа мероприятия включала в себя мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей, урок мужества, выставку рисунков и многое другое. Участниками патриотического мероприятия стали ученики медицинских классов столичных учебных заведений и воспитанники кадетской школы. Тему продолжит Даяна Федорова. В колледже развернулись мобильные бригады мастерских, организованы пункты сбора лекарственных препаратов и тканей. Помимо этого состоялся мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей. Для того, чтобы заниматься их изготовлением, студенты прошли обучение у волонтеров опорного пункта. Нужно плести как хаотично, в хаотичном порядке, чтобы сделать ассоциацию леса, чтобы было видно, как лес. Тут нужно использовать такие не цветные, а цвета, как лес. Это может быть зеленые, так, коричневые цвета. Также участники акции ознакомились с изготовлением блиндажных свечей. Столь трудоемкий процесс и ответственную задачу доверили отделению зубных техников. За время проведения мастер-класса они подготовили порядка 150 свечей. Банка подбирается, накатывается, чтобы ровно было, подготавливается размер банки. Они разные.
кордонный, гофрированный кордон, и именно гофрированной дырявой, то есть стороной вверх должен быть, чтобы расплавленный воск туда попадало. Желающие могли написать письма бойцам СВО. Треуголки писем отправляли фронтовикам во времена Великой Отечественной войны. Традиции прошлого продолжили студенты колледжа. Желающие написали письма от руки. Весточку отправила и Христина Павлова. Она является педагогом-библиотекарем школы номер 12. Это письмо я написала на якутском родном языке, и каждому бойцу будет приятно получить письмо из родного края, и я надеюсь, что будет ему очень приятно и будет ему помогать вот в трудных ситуациях. Слова благодарности и пожелания военнослужащим донесли с помощью специальной интерактивной кабины, где участники записали видеообращение. Дорогой боец, мы студенты Покровского колледжа. Благодарим за мирное небо над головой. Желаем скорее вернуться домой к родным и близким. Помимо этого, студенты и преподаватели собрали денежные средства. Их вместе со всеми изготовленными материалами передадут в Центр по работе с волонтерами республики для дальнейшей передачи участникам СВО. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Движение для машин с общей массой до 20 тонн открыли на автодороге «Арктика» на участке Бурустах-Сасыр. Ранее были утверждены примерные графики открытия сезонных автомобильных дорог в Якутии. Ледовую переправу через реку Лену по маршруту Хатасы-Павловск с грузоподъемностью до 3 тонн открывают в декабре. Для транспорта до 30 тонн движение разрешат примерно в 3-й декаде декабря. Федеральные ледовые переправы через реку Вилюй на дороге Вилюй для машин с весом до 10 тонн откроют в 1-й декаде декабря. Также в это время откроют автозимник Тасурях-Усть-Кут в Ленском и Мирнинском районах. В Якутске внедрили в практику эндоскопический трансгастральный нейролизис чревного сплетения. Хоть данный метод применяется в России с 2019 года, в Якутске впервые его провели 15 ноября этого года. Сегодня прошла вторая операция, на которой побывала наша съемочная группа. Узнаем подробности в следующем сюжете. Нейролизис – безопасная и эффективная процедура, нацеленная на снижение болевого синдрома путем введения 96% спирта в нервное сплетение при помощи специальной иглы под контролем эхоэндоскопа. Данный метод является малоинвазивным, то есть не требует разрезов и серьезного хирургического вмешательства. Заходим видеоэндоскопом с конвексным эхоэндоскопом, то есть под УЗИ-контролем изнутри желудка мы смотрим чревный ствол, то есть находим чревные сосуды, это магистральные сосуды, которые отходят с брюшной аорты. И вот над чревным стволом есть чревное сплетение, нервы, которые нервируют верхний этаж брюшной полости. Находя вот под УЗИ-контролем эти нервные ганглии, мы вводим туда спирт этиловый 96%. Тем самым мы делаем нейролизис. Сама операция длится недолго, около 10 минут. Положительный эффект наступает через 3 часа после окончания и может продолжаться до 6 месяцев. Применяется он при выраженном хроническом болевом синдроме, в основном у онкологических пациентов на поздней стадии заболевания. С хроническим болевым синдромом у онкологических пациентов встречается каждый третий. Пациент с хроническим выраженным болевым синдромом, он не в полной степени может получать свое специализированное лечение. И наша цель – уменьшить болевой синдром, чтобы он мог получить это лечение, тем самым обеспечив полноценное лечение. Эндоскопический трансгастральный нейролизис внедрили силами анестезиолога Алексея Попова, эндоскописта Анатолия Мухина и нейрохирурга Алены Оконечниковой. Якутский онкологический диспансер направил врачей на обучение эндосонографическим методам исследования и лечения в ведущие институты страны. Они отметили, что нейролизис – хорошая альтернатива имеющимся методам лечения хронического болевого синдрома. Данный синдром лечился, до сих пор лечится назначением опиоидным анальгетиками, которые имеют свои множественные побочные эффекты. Хронический болевой синдром – это постоянная боль у пациента, нестерпимая, он постоянно на наркотических анальгетиках. И вот когда пациент принимает постоянно наркотики, у него ухудшается общее состояние, он становится зависимым. И вот во избежание такого состояния придумали такой метод. Также 20 ноября в Якутском республиканском онкологическом диспансере открылся кабинет противоболевой терапии, где будет оказываться специализированная медицинская помощь пациентам с болевым синдромом. Работы по повышению качества жизни населения республики продолжаются. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск.
Более 9 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Якутии. Это выше подпорога заболеваемости по совокупному населению на 54%. Повышение подпорогов наблюдается среди детей 7-14 лет и взрослого населения старше 15 лет. В республике на сегодня привито против гриппа более 447 тысяч человек, в том числе более 131 тысячи детей и более 315 тысяч взрослых. Для минимизации риска заражения ОРВИ и гриппом Минздрав Якутии рекомендует соблюдать профилактические меры. Федерация профсоюзов Якутии провела День бесплатной юридической помощи. Ежегодное мероприятие приурочено к Дню профсоюзного работника в Якутии. Бесплатной акцией был дан старт профсоюзной декаде. Тему продолжит Марфирина Алексеева. Первый день декады в министерствах, ведомствах и администрациях муниципальных районов прошли дни социального партнерства. В Якутске же жителей и гостей столицы пригласили на День бесплатной юридической помощи. Акция проходила при участии социальных партнеров. Так, консультацию предоставили Управление миграционной службы, отделение социального фонда, многофункциональный центр «Мои документы», служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, центр занятости населения, судебные приставы и налоговая служба. Это обычно вопросы, связанные с предоставлением отпусков. Это вопросы, которые для нашего крайнего севера очень актуальны. Это оплата проезда к месту использования отпуска. Это выплата районного коэффициента, процентных надбавок. Это вот вопросы, которые интересуют наше население. Очень много вопросов, я думаю, сегодня будет также традиционно к работникам пенсионного фонда. Потому что вы знаете, что у нас принимается отдельное постановление правительства, которое для именно в части пенсионеров. И поэтому они, конечно, должны знать свои права, на что им рассчитывать. Задача профсоюза – защита трудовых прав работников и ведение коллективных переговоров с работодателями. Работник, состоящий в профсоюзе, может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, контроль за соблюдением на предприятиях законодательных актов, положений об оплате труда. Мы исходим из интересов членов профсоюза. В большей степени, конечно же, их волнует уровень заработной платы. Не выплата, а уровень. Вы знаете, есть достаточно у нас уровень инфляции ежегодно растет. Где-то растет, где-то снижается. Но на самом деле и мы говорим о том, что есть инфляция, должна быть индексация. Вот эти вопросы волнуют граждан, работников всех сфер. В рамках профсоюзной декады проводится благотворительная акция в поддержку СВО, в рамках которой профсоюзные активисты в течение декады плетут маскировочные сети в здании общественного центра. Также в профсоюзах Якутии объявлен сбор гуманитарной помощи. Одним из значимых мероприятий декады станут отчетно-выборная конференция Республиканского совета ветеранов профсоюзного движения республики и чествование ветеранов профсоюзного движения. Марфирина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Форум движения первых стартовал в Якутске. В его рамках провели семинар-совещания по вопросам взаимодействия местных органов самоуправления с отделениями Всероссийского движения первых. Также были обсуждены главные задачи на следующий год, дальнейшее развитие движения в республике, участие на различных республиканских и всероссийских проектах, конкурсах, конференциях и спортивных соревнованиях. На совещании приняли участие более 300 специалистов из 34 районов республики. Общественные институты. Такая распространенность этого движения в нашей республике говорит о том, что патриотическое воспитание молодежи, о том, что активность молодежи, инициативы, которые молодежь рождает, они очень востребованы. И самое главное, что молодежь мотивирована на создание нового, на новые впечатления, на новое обучение, и, конечно, на развитие и общение друг с другом и с другими регионами нашей страны. Республика Саха и дети республики, они являются примером активности, полезности и социальной вовлеченности детей в движение. Активно продолжает свою работу местное отделение движения первых в Нюрингринском районе. На торжественной презентации движения побывала наша съемочная группа. Большой фестиваль движения первых прошел в Нерюнгри. Для гостей и участников фестиваля силами первичных организаций, созданных на базе образовательных учреждений города, прошли творческие мастер-классы. Ну а украшением фестиваля стал большой концерт-презентация, где были представлены направления движения первых, результаты которых удалось достичь к настоящему времени и планы на будущее.
В фестивале сегодня принимают участие молодые люди наши, непосредственно участники несовершеннолетние. Это ребята от 6 до 18 лет. И также взрослые, все, кто старше 18, это наши наставники, это педагоги, родители, все заинтересованные в воспитании нашего подрастающего поколения. Движение первых набирает все большую популярность среди подростков Нерюнгринского района. Количество его участников, желающих найти себе друзей, близких по убеждениям, увлечениям и интересам, растет с каждым днем. Что касается движения первых в Нерюнгринском районе, на сегодняшний момент уже более 1200 детей из Нерюнгринского района вступили в это движение, и с каждым днем, без преувеличения, это число увеличивается, и это действительно радует. И вот сегодня у нас проходит первый фестиваль первых, и будем надеяться, что в дальнейшем это даст свои плоды, положительные плоды для развития нашего района. Перед участниками движения первых открываются большие возможности для самореализации и успеха. Ведь участники движения действуют как одна команда, помогают друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. На форуме «Цифровой алмаз» в Якутии пройдет питчинг компьютерных игр. 12 команд из Якутии и Приморского края представят проекты своих игр перед топовыми экспертами страны. Главный победитель получит приз в размере 1 миллиона рублей. Питчинг игр пройдет в первый день форума 23 ноября. Конкурс проходит в рамках 10-го потока акселератора Б8 и арктической стартап-экспедиции «Дальний Восток и Арктика России», организованных Фондом развития инноваций Якутии. Отдельный трек «Цифрового алмаза» будет полностью посвящен игровой индустрии. В рамках него пройдет форсайт-сессия, где эксперты будут обсуждать будущее геймдева России. Температура воздуха в Якутске опустилась ниже минус 20 градусов, в связи с чем перед горожанами особенно актуальным стал вопрос качественного утепления. Подготовиться к холодам предлагает выставка-ярмарка верхней одежды от известных европейских брендов. Компания занимается закупкой, поставкой верхней одежды из стран Скандинавии и Северной Америки. Подробности в следующем материале. В городах Якутии продолжаются выставки продажи верхней одежды. Ассортимент включает в себя более 150 различных моделей. Так представлены известные европейские бренды, в том числе куртки Аляски от норвежской компании Björn Larsen, которые выдерживают низкие температуры. Увидели по телевизору рекламу вашей выставки, решили посетить. Пришли, приобрели прекрасную шубу осенне-весеннюю для своей супруги. Качество прекрасное. Довольны, супруга, главное, довольна. Все представленные модели изготовлены из натурального меха и пуха. При этом вес изделий не превышает 800 грамм. А система климат-контроля за счет теплоизоляции обеспечивает тепло на улице и исключает перегрев в помещении. Первая модель это идет норвежская Аляска. Внутри идет 16 мембран. Эта Аляска весит порядка 800 грамм. Выдерживает до минус 55 градусов мороза. У нее запрещена химчистка. Стирается только в стиральной машинке. Производство Норвегия, фирма Björn Larsen. Такая же Аляска идет из набивки козьей шерсти, женская парка на минус 50, опушка полностью из лисы Чернобурки. Это то, что нужно для жителей Якутии. На ярмарке действует гибкая система скидок и различные акции. Эта неделя объявлена последней для Саха-экспоцентра, и в связи с этим компания объявляет 2 дополнительные акции. Во-первых, это продолжение трейд-ина. Каждый покупатель может принести свою старую зимнюю вещь и приобрести новую с дополнительной скидкой. А также впервые будет действовать акция, называется она «Семейная покупка». Пары, которые подбирают для себя 2 куртки и более, получают на общий чек скидку в размере 10 тысяч рублей. Ознакомиться с ассортиментом верхней одежды в Якутске можно, посетив торговый комплекс «Саха-экспоцентр», вход на 6-й этаж, а также по адресу Короленко, 7/2. В Нерюнгри на улице Проспект Дружбы Народов, 18/3, 2-й этаж торгового центра «Семейный». Власий Сергеев, Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Национальная вещательная компания «Саха» провела презентацию своих мультфильмов для воспитанников столичного детского сада. Вниманию детей были представлены полнометражный мультфильм «Айтал и волшебная сила», а также мультсериал «Току-2». Отметим, что продолжение последнего проекта было произведено в связи с многочисленными просьбами зрителей. Второй сезон состоит из 10 серий. Старт показу мультсериала «Току-2» в эфире НВК «Саха» будет дан в декабре. Подобные проекты для детей компания реализует в целях сохранения родного языка и культуры. Важным событием в этом деле станет планируемое открытие отдельного детского телеканала.
У нас есть план работы. Это 1 июня мы очень хорошо провели детям. Провели большое масштабное мероприятие, фестиваль якутской анимации, поскольку, как мы все знаем, НВК сейчас принял новый слоган «НВК объединяет», поэтому мы решили тоже объединить всех, кто любит якутские мультфильмы, кто делает якутские мультфильмы и кто хочет создавать и работать над созданием якутских мультфильмов. В Ленске прошел форум «Ленский берег». 8 авторов молодежных проектов получили грантовую поддержку. Организатором мероприятия, как и все предыдущие 12 лет, выступил Комитет по молодежной и семейной политике. На защите проектов побывала и наша съемочная группа. Участниками форума стали школьники, студенты техникума, педагоги, спортсмены и простые жители, неравнодушные к проблемам Ленского района. За 2 дня активная молодежь разработала 27 проектов. Направления различные. Это и патриотическое воспитание сложных подростков, трудоустройство учеников коррекционной школы, развитие бадминтона, обустройство спортивного зала в техникуме тренажерами, лавочки в школе поселка Пеледуй и еще ряд интересных идей. Проект называется «Соболенок», скажем так, потому что символ города Ленска – это соболь. Это патриотический проект – создать военный лагерь, именно, звучит как вот так, военизированный такой оздоровительный лагерь для трудных подростков именно летом. Потому что именно летом они ничем не заняты. Именно в это время растет их уровень правонарушений, они учатся не тому, чему нужно. Именно поэтому на это нацелен проект, чтобы им помочь, чтобы их занять. Интересный проект, который сразу выделили жюри, представили педагоги коррекционной школы. Наш проект называется «Ботаматика». Он построен на профориентации детей со статусом ОВЗ. Мы хотим сотрудничать с ООО «Ботамайская», чтобы наши дети проходили там практику, чтобы в дальнейшем смогли приобрести навыки, чтобы потом устроиться там на работу. Каждый месяц они будут ездить туда 1 раз в месяц. Мы будем возить, они будут проходить практику, теоретические, практические знания, где-то ознакомления, экскурсии. На реализацию этого проекта девушкам требовалось 149 тысяч рублей. Как рассказали участницы форума, договоренность с предприятием на прохождение практики есть. Муниципальный перевозчик «Гранит» готов доставлять ребят к месту ее проведения. Еще один важный и нужный проект – это обновленная комната для выписки новорожденных. Суть моего проекта заключается в том, чтобы оборудовать выпускную комнату родильного дома в городе Ленске, провести косметический ремонт и оборудовать фотозону бесплатную, которой могут все пользоваться, а также создание баннера переносного, который можно выносить на улицу и фотографироваться в любое время года. И также на базе этого будет произведен конкурс на лучшую работу, который будет называться «Семья – это главная ценность», и лучшие работы будут размещены вот в этой комнате для выписки. Защита проходила в течение нескольких часов. По ее итогам грантовую поддержку получили 8 авторов новых идей на сумму от 80 до 150 тысяч рублей. Благодаря поддержке обновится комната в родильном отделении, получит развитие секции бадминтона, продолжатся групповые занятия бегом. Появятся лавочки в школе поселка Пеледуй. Конечно же, ученики коррекционной школы смогут ездить на экскурсии в Ботамайское. А также жители смогут узнать больше о истории района благодаря travel-видео. В этом году грантовый фонд составил 1 миллион рублей. В следующем году сумма будет увеличена вдвое. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ежегодная декада Олонхо стартовала в Якутии. Ее программа охватывает не только учреждения культуры, но и образовательные организации. По поручению главы республики Айсена Николаева реализуется комплекс мероприятий сохранения устного нематериального творчества эпоса Олонхо. Так, в этом году по инициативе Ассоциации Олонхо запустили проект «Разработка и печать энциклопедии Олонхо». В ней будет представлена обширная география олонхосутов всей республики для увековечения нашего наследия. Отметим, что данный проект не имеет аналогов во всем мире. Он будет выпущен в следующем году. Глава будет вручать буквально через 2 дня эту стипендию новым кандидатам, исполнителям данного творчества. Это решение главы повлекло достаточно мощный толчок в развитии Олонхо во всей республике, и мы ощущаем желание многих образовательных учреждений, желание многих молодежи заниматься эпосом Олонхо, и это показывает участие в конкурсах, которые проводятся по всей республике. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.